Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амшик Шара. Президент Аслан Бжания представил на рассмотрение в парламент пакет документов об усилении мер ответственности за незаконную добычу криптовалют, а именно проект закона о внесении изменений в Кодекс Республики Абхазия об административных правонарушениях и проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Абхазия. Речь идет о внесении изменений в уголовные и уголовно-процессуальные кодексы Абхазии, которые предусматривают многократное увеличение штрафных санкций, конфискацию оборудования и даже уголовную ответственность. За 2 дня работы оперативных штабов по противодействию незаконной деятельности фирм по добыче криптовалют суточное потребление электроэнергии в республике уменьшилось на 2 миллиона киловатт-часов. Об этом доложил президенту Аслану Бжания генеральный директор Черноморэнерго Михаил Логуа. Сама встреча также прошла в Черноморэнерго и посвящалась ситуации в энергетической отрасли страны. Подробности в репортаже Али Китрапш. О том, как выполняются поручения президента по борьбе с незаконной добычей криптовалют, Аслану Бжанию рассказал гендиректор Черноморэнерго Михаил Логуа. По его словам, в районах работают штабы и уже заметна положительная динамика в снижении нагрузок на электросети по всей республике. Буквально за 2 дня работы более 50 мегаватт было отключено незаконных подключений. Это хорошая тенденция, однако есть такое опасение, вот осенью, проводя подобные мероприятия, мы с правоохранительными органами в составе рабочей комиссии примерно такое же количество сократили. Но если эта работа не будет носить системного и постоянного характера, есть тенденция к тому, что как только мы ослабеваем эту работу, объемы потребляемой энергии незаконно опять растут. Судя по той тенденции, которую мы сегодня прослеживаем, ваше поручение выполняется хорошо. Мы взаимодействуем и с главами администрации, руководителями штабов. Нашим подразделениям даны поручения работать в этих штабах. Судя по всему, на сегодняшний день работа идет хорошо. Чтобы достичь заявленных целей, деятельность штабов будет обеспечена правовым сопровождением, подчеркнул президент. Вчера я направил пакет законопроектов в парламент. Это то, о чем мы говорили, об усилении мер ответственности. Надеюсь, парламент поддержит. Я на это очень рассчитываю. Это беспрецедентные по своим размерам штрафы, возможность конфискации и привлечение к уголовной ответственности. Эти меры, я думаю, будут серьезным образом помогать. Хотел бы ваше внимание обратить на следующее. Специально, возможно, это культивируется, бытует такое мнение, что ограничение потребления электроэнергии в районах для того, чтобы выйти на определенные показатели, якобы достигаются за счет того, что имеют место быть веерные отключения, а не за счет борьбы с теми, кто незаконно добывает криптовалюту. На это хотелось бы обратить особое внимание. Я дал поручение исполняющим обязанности премьер-министра и главе администрации. Они поедут на места и посмотрят, где кто был отключен. Список же есть, правильно, по адресам приедут, я приеду. Если то, что будет на документе отражено, не совпадет с тем, что мы там увидим, это будет означать, что мы будем делать выводы. И еще один, оргвыводы, кадровые выводы. В пятницу наступает час X. Я вот наблюдаю, что волнуются члены штабов. Каждый пытается на себя тянуть одеяло или скинуть с себя ответственность. Поэтому я просил бы вас все данные, которые вы получаете с районов, уведомлять об этом глав администрации, чтобы на оборотной стороне этого документа стояли их подписи, что они с этими цифрами согласны, что это так, потому что когда придет время отвечать, ответственность носит персональный характер, чтобы потом обид не было. Я бы хотел, у нас еще время есть, сегодня только вторник, до пятницы целых 4 суток. На это обратить особое внимание. Аслан Бжания посетил оперативно-диспетчерскую службу Черноморэнерго, где специалисты круглосуточно ведут контроль над электрической нагрузкой и ситуация с напряжением на всех подстанциях страны. На цифровом щите благодаря структурной схеме можно наблюдать за работой каждой подстанции. Где у вас можно увидеть, какой объем заходит электроэнергии? По нагрузкам мы видим, по мегаваттам. Да, по нагрузкам. Где это видно? Вот сейчас вот по передок мы видим потоком. И в другой таблице, открой таблицу. Где это видно? Вот. Заходит 616 ампер. Напряжение 216 киловольт.
Здесь у нас заходит 228 ампер, 116 киловольт напряжения. Это все от России, что происходит. И, естественно, есть еще со стороны по вот этим двум воздушным линиям, через Ингургэс заходит нагрузка, и вот мы видим 39 ампер, это по 220. И Шишелете-1, видим, вот на Чемчерне. Это то, что к нам поступает по линии Кавказёника? Да, так точно. По линии Кавказёника, вот этим двум линиям, потом распределяется линия Чебара, Шишелете-1, Шишелете-2. По этим линиям мы видим нагрузки. Какова мощность напряжения, которая поступает по линии, ее нагрузка и количество распределяемой электроэнергии на соседние подстанции. Все это можно отследить по диспетчерскому счету. Кроме того, оперативно-диспетчерская служба ведет отчеты почасовых нагрузок напряжения на подстанциях, чтобы правильно и оперативно реагировать на аварии. Сверхнормативного сейчас нету. Сейчас у нас в связи с работой, проведенными вот эти 3 дня, нагрузки оптимизировались. И они соответствуют номиналу. Везде по всем станциям? Сейчас да. Сейчас единственное, у нас вот есть некоторые больные точки в Сухумском районе и в Гудаутском районе. А больные точки где? Что имеется в виду? Подстанции? По подстанции. Вот, допустим, на Ипите, вот трансформатор Т2, его номинал 525, он немножко перегружен. 575 там? 575, да. А номинал 525. Еще же время суток сейчас такое, что к вечеру это все может увеличиться. К вечеру, конечно, может увеличиться. То есть картина ухудшится, да? Да. Оно увеличивается, и мы вынуждены прибегнуть к отключениям. Объем потребления электроэнергии за 2019 год составил чуть более 2 миллиардов киловатт-часов. В 2020 году объем составил 2 миллиарда 500 миллионов киловатт-часов. То есть потребление электроэнергии увеличилось более чем на 400 миллионов киловатт. При этом во всех районах разные показатели нагрузок. Где-то больше, где-то меньше. И сейчас главная задача штабов, созданных во всех районах республики, снизить потребление электроэнергии. Президент Аслан Бжаня поручил пригласить всех глав районов в оперативно-диспетчерскую службу Черноморэнерго и на месте показать им, каков объем потребления электроэнергии в районах. Вот энергетики и начальник штаба, глава администрации должны выйти на одну цифру в пятницу. Она не должна быть оспариваемая никем. Мы разбили по всем. Мы на эту тему говорили, да? Вот на оборотной стороне или на этой стороне подпись стоит и энергетика, и главы администрации. Да, цифры понизились или не понизились. Вы можете сделать так, чтобы глава администрации на месте или здесь видел, какой объем потребления идет в район, чтобы он имел объективную картину, чтобы вокруг этого не было ненужных дискуссий. И для того, чтобы мы сделали правильные выводы по отношению к ним. Там, где работа налажена, если результаты, это один подход будет. Там, где работа не налажена, будем думать, как его наладить. Глава администрации только через нас может информацию. Вот тогда вы так и должны, Михаил Владимирович, сделать так, чтобы главы администрации были проинформированы. Им показать, каким образом эта цифра складывается, с тем, чтобы они имели такую же информацию, как вы. Чтобы эти цифры ими или кем-то еще не оспаривались. Руководители наших подразделений на местах по вашему поручению также участвуют в работе штабов. Прямо сегодня через них будет доведена вот эта информация, да, Тимур Александрович, и главы администрации, как руководитель штабов, мы с ними сверяться в постоянном режиме. То есть технически это возможно сделать, вокруг этих цифр споров не будет, так я правильно понимаю? Нет, споры как могут быть, когда это здесь налицо? Ну, знаете, разное бывает. У нас люди любят поспорить, особенно те, кто мало в чем-то разбирается. Есть такое. Здесь самые достоверные Это не тот случай, когда такая составляющая должна быть. Сейчас у нас серьезная задача стоит, и надо объективно понять, что происходит, для того, чтобы определить меру ответственности руководителей, для того, чтобы подстегнуть руководителей к решению этой проблемы. Ни больше, ни меньше. В пятницу, как сказал президент, в администрации главы государства будут подведены итоги работы первой недели штабов по борьбе с незаконной добычей криптовалют. Аля Катрапш, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. В Гулрыбском районе за эти дни отключили 16 криптоферм. Члены районного оперативного штаба по противодействию незаконной деятельности ферм по добыче криптовалют также проверяют ранее отключенные фермы. На сегодняшний день в районе значительно улучшилась ситуация с энергоснабжением. Репортаж Гугуцы в Иордании.
Эта узенькая дорожка ведет на одну из криптоферм в селе Бабушара. Оперштаб проводит здесь уже не первую проверку. Повторного подключения на этой майнинговой ферме не было. Более того, самих аппаратов здесь стало вдвое меньше. Пустые полки на этой криптоферме говорят о том, что половину аппаратов для майнинга криптовалют убрали. Половина из них накрыта материей. Здесь отключили около 300 аппаратов. Многие взяли это, убрали и складировали за то, чтобы это все оборудование не портилось. Потому что она отключенная долгое время тоже как бы портится. Это тут у нас же климат, вы знаете, что очень сырой климат. И из-за этого они так долгое время вот так вот отключенные на фермах, они не могут так находиться. А чья эта ферма кому принадлежит, знаете вы? Ну, чья ферма сейчас, вы сами прекрасно знаете, не каждый хочет сейчас, чтобы говорить, чья это ферма, кто он. Я хотя даже думаю, что здесь ничего такого нету, но все равно люди обычно же, как у нас, вот наши люди не хотят, чтобы как-то ихняя фамилия называли или чья это ферма. По словам директора электросети Гурьевского филиала Черноморэнерго Зураба Ханагу, хозяева криптоферм в Гурьевском районе отнеслись ко всему с пониманием и сами отключили аппараты. Больших проблем у нас не было вообще практически ни с кем. Все отнеслись с очень большим пониманием. Сами хозяева даже, сами они резали, давайте сказали, мы сами вот рядом станем, сами отключали они. Более того, некоторые криптофермы в районе не просто отключили или убрали оборудование, но и даже снесли помещение. Наша съемочная группа была здесь совсем недавно. На этом самом месте было помещение для майнинга криптовалют. Сегодня по приезду мы обнаружили, что его снесли. От него остались только вот эти плиты. В Гурьевском районе за эти дни отключили 16 криптоферм. Была проведена большая работа. Как рассказал Зураб Ханагу, благодаря результативной работе штаба свет здесь на сегодняшний день не отключают. Если, конечно, не происходят аварийные ситуации. До Нового года, до пятницы 22 числа мы употребляли 41,3 мегаватта. Нам была поставлена задача, чтобы мы уменьшили 8,3 мегаватта, чтобы сами подстанции работали в нормальном режиме. Мы с этой задачей справились. Все подстанции работают в прежнем режиме. Около 11 мегаватт уменьшена нагрузка, которая была на эти подстанции. Свет сейчас не отключают в Гурьевском районе? Свет мы не отключали, и я думаю, что в будущем тоже мы не будем отключать, и мы постараемся в этом режиме также продолжать работать. Деятельность оперштабов во всех районах республики проходит под руководством глав районных администраций. В оперштаб входят районные прокуроры, начальники милиции и представители филиалов Черноморэнерго. Работа по снижению нагрузок на сети и отключению майнинговых ферм продолжается. Гугуца Вардания, Томас Чиковани, Абхазское телевидение. Вопросы взаимодействия в решении проблемы незаконной добычи криптовалют обсудил глава администрации Сухума Беслан Эшба с депутатами Сухумского городского собрания. Подробности в репортаже пресс-службы столичной администрации. Депутаты Сухумского городского собрания из первых уст хотели услышать, какая ситуация складывается с выявлением незаконных подключений к сетям. Как вы знаете, в пятницу было совещание у президента, где был указ о создании штабов в каждом городе, где главой штаба является глава администрации района или города, куда входит энергетик, представитель прокуратуры, милиции. Сегодня Александр Федорович, как глава штаба, нам расскажет, какая ситуация в городе. Глава администрации Сухума, председатель столичного оперативного штаба, рассказал о проводимой работе по выявлению незаконного производства криптовалюты. Совместно с УВД и СУС представители штаба проводят рейдовые мероприятия по всему городу и инспекции на объекты, которые находятся в ведении администрации или сданы в аренду. Также подворовые обходы жилых домов. Все наши подразделения, юридические лица, которые так или иначе соприкасаются с администрацией или являются структурными подразделениями, им было дано поручение, письменное уведомление всем о недопущении на территории тех или иных предприятий, даже если они находятся, часть из них в аренде и так далее, чтобы не было на их территории оборудования для добычи криптовалюты. Это один вопрос. И также было проведено совещание, дано поручение, Автандил Африканович занимается с домоуправами, по поводу того, чтобы обходить многоэтажные дома, и не только многоэтажные, но и подворовой обход, скажем так, делать, с тем, чтобы
выявить незаконное подключение к электросетям для целей добычи криптовалюты. По словам градоначальника, с 20 января выявлено порядка 9 объектов, где были установлены криптофермы. В общей сложности удалось обесточить порядка 600 установок по добыче криптовалюты. Что удалось сделать с 20 числа по сегодняшний день? За 3 дня было выявлено порядка 9 объектов, где были установлены криптофермы, 433 единицы. Вчера, позавчера еще 280, то есть порядка 600, наверное, вот так вот, если посчитать. Ну и сегодня занимается, и каждый день, конечно. Глава города озвучил необходимость установок приборов учета и контроля потребляемой электроэнергии. С конца 2014 года работы по установлению этих приборов были приостановлены, а некоторые демонтированы, вследствие чего сейчас приходится обходить квартиры и дома. Я, когда высказывался в адрес энергетиков с критикой, но мы беседовали с Хумским управлением электросетей, так или иначе они входят пока в структуру администрации города, эта критика была высказана именно в их адрес, потому что по Сухуму идут большие нагрузки, как нам говорит Черноморэнерго. Учитывая, что мы с вами не энергетики и не электрики, мы не можем знать адресно, где, что происходит. Потому что большей частью критика, не большей частью, эта критика была адресована в этот аппарат. Нам Черноморэнерго помогает, предоставляет всяческую информацию и так далее. Мы с ними действуем синхронно в этом отношении. И, конечно, мы для себя уже приблизительно понимаем, что нам нужно делать, хотя бы, чтобы отслеживать, чтобы ситуация не ухудшилась. Мы какого-то результата добились, но может обратно вернуться на исходные позиции, даже на сегодняшний день. Поэтому, конечно, будем думать о системе контроля и учета расходования электроэнергии. Хотя бы на подстанциях, на ТПшках, там, где мы сразу будем реагировать, я очень надеюсь на это. Вопрос учета и контроля расходования электроэнергии – это уже вопрос такой, скажем, он будет каждодневный и злободневный, поэтому будем этим заниматься постоянно. Беслан Эшпа озвучил просьбу к депутатам Сухумского городского собрания, чтобы они участвовали в заседаниях штаба и вошли в состав инспекционных групп по контролю выявления криптоферм. Во исполнении поручения президента нам нужна помощь с вашей стороны. Вы город хорошо знаете, и так или иначе соприкасаетесь с друзьями, с родственниками, с соседями и так далее. Сейчас ситуация та, которую надо вывести из кризиса. Депутаты также интересовались другими актуальными вопросами, в частности, ситуацией с оснащением инфекционной больницы. Мэр рассказал о дополнительных мерах, которые предпринимаются для улучшения работы больницы. В течение нескольких дней в новом районе откроется новый пункт забора ПЦР-тестов, что разгрузит инфекционную больницу. Для инфекционной больницы администрация города планирует закупить аппарат для выработки и подачи кислорода больным. Также предстоит ремонт на первом этаже здания больницы для увеличения койко-мест. Мэр города и депутаты горсобрания отметили хорошую работу исполняющего обязанности главврача инфекционной больницы Астамура Гуния. Элана Какаля, Амрамич, Бадавидавец, пресс-служба администрации города Сухум. МИД Абхазии выступил с комментарием по поводу заявления главы делегации Европейского парламента по отношениям с Южным Кавказом Марины Кальюрант, которая призвала Российскую Федерацию выполнить свои международные обязательства и отозвать признание независимости Абхазии. Заявление европарламентария прозвучало в связи и в поддержку принятого недавно Европейским судом по правам человека решения по делу «Грузия против России», касающегося вооруженного конфликта в Южной Осетии в августе 2008 года. Как известно, грузинские официальные лица уже поспешили назвать указанное решение Европейского суда исторической победой и едва ли не предпосылкой для так называемой деоккупации Абхазии и Южной Осетии. Аналогичным образом расценивает решение ЕСПЧ и госпожа Кальюрант. Как отмечается в комментарии МИД, вопреки триумфальным заявлениям Грузии и ее европейских партнеров, Европейский суд по правам человека в своем заключении признал, что на Россию не может возлагаться ответственность за инциденты, произошедшие в ходе отражения российскими военнослужащими нападения грузинской армии на миротворческий контингент и местное гражданское население в период с 8 по 12 августа 2008 года. Суд также не поддержал утверждения властей Грузии о вторжении вооруженных сил России на территорию Южной Осетии 7 августа 2008 года. Не удалось грузинской стороне доказать и то, что Европейская конвенция о защите прав человека применяется не только в мирное время, но и в условиях боевых действий. Было признано, что правовая оценка действий российских вооруженных сил в Южной Осетии и Абхазии 8-12 августа 2008 года находится за пределами юрисдикции европейских судей.
судей. Кроме того, ЕСПЧ не было установлено ни одного случая нарушения вооруженными силами России прав гражданского населения во время событий августа 2008 года. Таким образом, появившиеся вскоре после решения Европейского суда грузинские и европейские победные реляции едва ли имеют под собой какие-либо серьезные основания, отмечают в МИД Абхазии. В Кабинете министров Абхазии обсудили возможность возобновления учебного процесса в феврале, сообщает пресс-служба правительства. Временно исполняющий обязанности премьер-министра Владимир Делба, министр здравоохранения, главный санитарный врач республики, а также министр просвещения и языковой политики рассмотрели условия, при которых будет возможно поэтапное ослабление ограничительных мер. Участники встречи отметили, что ключевую роль здесь будет играть динамика развития заболеваний с данными до 10 февраля. Кроме этого, важно оценить готовность системы здравоохранения, запасы лекарственных препаратов, расходных материалов, средств индивидуальной защиты. Важным шагом к рассмотрению вопроса открытия школы и других учебных заведений также станут данные мониторинга о положении дел на местах, количество активно больных среди преподавательского состава, загруженность школ. По итогам встречи Владимир Делба поручил участникам встречи проработать концепцию поэтапного возобновления учебного процесса для каждого учебного заведения в отдельности с учетом эпидемиологических требований. Количество дорожно-транспортных происшествий в Абхазии за прошедший год не снизилось в сравнении с предыдущими годами. В 2020 году всего по стране произошло 198 ДТП, в которых пострадали 282 человека, 57 погибли. В 2019 году 56 человек погибли и 332 пострадали в 198 авариях. В чем причина такой ужасающей статистики и можно ли изменить ситуацию? Об этом наш следующий репортаж. Каждый день мы с вами становимся участниками дорожного движения. Ездим на общественном или личном транспорте или просто переходим проезжую часть. При этом все мы, и пешеходы, и водители, должны быть бдительными и соблюдать правила дорожного движения. Легкомысленное отношение к ПДД обычно приводит к неприятным последствиям. Зачастую мы пренебрегаем правилами. Водители и пешеходы часто не понимают друг друга. Не всегда пешеход переходит дорогу там, где установлена разметка, а водители не всегда уступают дорогу. Пешеходный переход должен войти в сознание участников дорожного движения как зона повышенного внимания. Но что делать, когда этот самый пешеходный переход попросту стерт? Его не видно ни днем, ни тем более ночью. В Сухуме часто ломаются светофоры. Вот, например, светофор возле медколледжа работает от случая к случаю. Днем чаще всего он не функционирует. Даже если включится, то цвет на нем практически невозможно разглядеть из-за налипшей пыли. Разметки на проезжей части также не видны ночью, да и днем, если не всмотреться внимательно. Вследствие чего повышается риск нарушения правил дорожного движения. То водитель вовремя не затормозит, а пешеход перейдет дорогу в неположенном месте. Один пропустит, например, а второй за ним едет. То есть опасно, получается. Нужно посмотреть, следующий остановился или нет. Вот это вот. Бывают проблемы. Часто пешком. С дома, на занятия, на другие занятия. Иногда бывает, что иногда водители не видят, что идет пешеход. Иногда случилось, что меня чуть не сбили. Как пешеход могу сказать, что все-таки почему-то девушки за рулем как можно, не так часто. Мужчины у нас более галантны, скажем, останавливаются. А вот девушки почему-то за рулем не обращают внимания на пешеходов. Опять-таки истории такие, видите, у нас немножко пешеход изменили, да, может быть даже и к лучшему. Дорога здесь такая интенсивная, и поэтому не всегда обзорно видно. Кто-то уступил, и выходишь, и, в общем-то, ситуация конфликтная. И вижу часто, когда именно пожилые люди переходят и попадают в такую ситуацию. Конечно, все должны, наверное, останавливаться пешеходом и должны быть более внимательны. Екатерина Пантелиди за рулем уже 14 лет. Она убеждена, что в нашей стране отсутствует культура вождения, и объясняет, почему. Движение на трассе, так как и от других участников, других водителей, но и пешеходов, соответственно. Люди не знают, где переходить дорогу, переходят на любом перекрестке, абсолютно как им угодно. Но и водители не знают, для чего эта разметка создана, к сожалению. Забываем включать поворотники, забываем делать элементарные вещи, которые необходимы для безопасного движения.
Безопасность дорожного движения является одной из важных социально-экономических и демографических задач в нашей стране. Ведь смертность на дорогах по-прежнему высока, что наносит огромный материальный и моральный ущерб как обществу в целом, так и отдельным гражданам. Госавтоинспекция Абхазии помимо ежедневной работы на дорогах каждую неделю проводит акцию «Безопасный город», цель которой – профилактика правонарушений. Задействованы все органы Республики Абхазия для того, чтобы осуществить, грубо говоря, тотальный контроль на дорогах города Сухум. Цели мероприятия – выявление лиц, управляющих транспортом в нетрезвом состоянии, управляющий транспортом с превышением скоростного режима, третье – управляющий транспортом с выездом на встречную полосу движения, управляющий транспортом с выездом на запрещающий сигнал светофора, а также, что является немаловажным, управляющий транспортом, не имеющий соответствующих документов и регистрационных номерных знаков в столице нашего города. Такие задачи стоят в сегодняшнем мероприятии под названием «План безопасный город». На сегодняшний день мероприятие проводит Управление госавтоинспекции с силами отделов госавтоинспекции гора и органов. Все руководители строевых подразделений сегодня находятся здесь, в столице. Мероприятие плановое, оно проходит в неделю один раз. Также у нас мероприятия распланированы на всю неделю, на каждый день. Основная часть дорожно-транспортных происшествий возникает из-за так называемого человеческого фактора. То есть это несоблюдение скоростного режима, управление автотранспортом в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и нарушение правил обгона. Исходя из нашей статистики на сегодняшний день, главным фактором, влияющим на аварийность на наших дорогах, является скорость. Каждый наш гражданин, пользуясь случаем, обратиться, что превышение скоростного режима на том участке, в котором они двигаются, является главным фактором и главной причиной, в которой они могут попасть в ДТП. Вторым фактором является это управление транспортом в нетрезвом состоянии. Каждый наш гражданин, который управляет транспортным средством, должен быть предупрежден в этом плане, что мы его выявим за нарушение этого правила дорожного движения, и знать, что когда он нарушает, что он попадает в группу риска, которые могут стать участниками дорожно-транспортного происшествия с тяжкими последствиями, тяжело ранеными и погибшими. Наши гости, которые принимают своих друзей, родственников, должны понимать и осознавать, когда они тепло их принимают, и тепло провожают после этого. Понимать, что за рулем отпускать человека, который находится изрядно выпившим, это большой-большой проступок. Большой моральный и юридический, скажем так, проступок, который, не дай бог, может попасть человек в дорожно-транспортное происшествие. И мы должны все это осознавать. Наши граждане осознавать и понимать. Лучше вызвать такси, заплатить 300 рублей, грубо говоря, и доехать целым и невредимым до дома. На днях в МВД прошло очередное совещание по вопросам деятельности подразделений госавтоинспекции МВД, по итогам которого даны конкретные поручения руководителям служб в срок до 15 дней устранить имеющиеся недостатки в деятельности госавтоинспекции, а также усилить работу в части предупредительно-профилактических мероприятий. Однако никакие меры не помогут, если мы с вами будем по-прежнему нарушать правила дорожного движения. Шазена Ханагу, Алексей Баструков, Инала Гухава, Абхазское телевидение. И в завершении выпуска о погоде. В среду, 27 января, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями без осадков. Температура воздуха ночью 2,7, днем 11-16 градусов. Температура морской воды 10 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.